Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня посмотрим такую тему. Кто постоянно думает о вас? Кто о вас вспоминает? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, кто постоянно думает о вас, кто вас вспоминает. Так. Вы знаете, честно скажу, вас очень многие вспоминают. Вы какая-то необычная, вы какая-то уникальная. То есть такое впечатление, вот с кем бы вы ни встретились, с кем бы вы ни пообщались, с кем бы вы ни познакомились, вы для этого человека проходите каким-то очень знаковым, судьбоносным человеком. Вот у вас такая есть сила, либо такая способность, либо возможность словом поменять реальность, либо восприятие даже реальности. От вас исходит какая-то особая аура. У вас, вот смотрите, какая бабочка вышла. Легкость, неповторимость, грация, красота, гармония. Вот человек с вами соприкасается по любой теме, да, случайно там где-то на улице человек спросил, как пройти. Вы так ему дадите ответ, что человек будет вас вспоминать, я не знаю, там несколько лет своей жизни, да. Насколько приятная женщина, да, как помогла, как подсказала, какая красавица. Вот этот момент очень четко здесь показан. Я не знаю, кто вы, но я вижу вашу душу, я вижу вашу внутреннюю и внешнюю красоту в плане того, что вы особенная, какая-то вот прям, хочется прям сказать, уникальная, да, изысканная, утонченная. То есть какие-то вот такие слова идут. Да, может быть пафосные, но тем не менее это про вас. Вас видит так Вселенная. И так видят вас ваши окружающие. Есть завистники, есть люди, которые вам завидуют. Вашей легкости, вашей стойкости, вашему умению жить. Жить, не сдаваться, бороться, получать, добиваться. Да, вот и даже эти завистники, кстати, вот очень важно, несмотря на то, что завидуют и, может быть, негативят в вашу сторону, восхищаются вами, вашими умениями и вашими талантами. Кто о вас думает? Ну, многие о вас думают. Вы знаете, вот прям и случайные люди в вашей жизни о вас думают, и те, кто ваши близкие о вас думают. Вас вообще очень многие любят, уважают, любят. Человек, который с вами, например, в паре, в браке, в отношениях, он постоянно думает о вас. Желание вас удивить. Вот он тут, смотрите, стоит, видите, под кольцом. Удивить, покорить, что-то для вас сделать, восхитить, увидеть вашу улыбку, услышать ваш смех, увидеть блеск в ваших глазах. Постоянно об этом думает. И даже если он не ведет себя активно, не проявляется. Вот в мечтах, знаете, у кого-то может такая быть ситуация, что вы потеряли теплоту ваших отношений. Может быть, кто-то вот прям рассорился очень конкретно, разошелся, расстался. Но тем не менее, человек внешне серый кардинал, да, сидит, молчит, там себе что-то бурчит под нос. А на самом деле в голове у него целый мир. Мир, в котором вы вдвоем. Живете прекрасной, счастливой жизнью. И нет проблем никаких между вами. Вы любите, у вас все замечательно. И он, знаете, как будто бы поменял реальности. Ушел из этого мира в мир своих иллюзий. Так ему легко, так ему просто. Не надо ничего доказывать. Да, вот просто закрываешь глаза и мечтаешь. Мечты, конечно, благостные, но тем не менее. А у кого-то мужчина, ну, действительно, он и мечтает, и делает. И говорит, и признается, и удивляет, и дарит, и балует, и радует, все делает. И знаете, вы настолько благодарный человек, вот если он что-то для вас делает, вы настолько ему благодарны, и вот эмоция, само чувство и ваш внешний вид — это как наркотик. Ему так нравится, и чем больше вы радуетесь его, например, каким-то успехам, либо делам, либо подаркам, тем больше ему хочется вам еще дарить.
Вот этот момент. Кстати, у кого-то может отыграться, что ваш любимый человек обдумывает какой-то подарок, а у кого-то любимый человек обдумывает подарить вам, может быть, колечко с бриллиантом, да, либо сделать предложение, если вы не в паре, не в браке. Постоянно об этом думает. В любом случае, я вижу, что вас любят. Любят, и это замечательно. Еще момент. Думает о вас какая-то женщина, возможно, это подруга, мама, сестра, начальница. Женщина, которая за вас переживает, за ваше будущее. Хотела бы вам помочь. Но какие-то советы, вот они вам либо не подходят, либо вы спорите с ней. Вот часто спорите. Не принимаете, либо смеетесь над ее, может быть, какими-то страхами. Это неправильно, с одной стороны. С другой стороны, поверьте, вот все, что она говорит от сердца. Потому что вы ей не безразличны. Потому что она хотела бы, чтобы все было замечательно у вас. Чтобы вы были здоровая, счастливая, состоявшаяся. Да, у нее какие-то странные, может быть, идеи, не совсем вам подходящие. Но тем не менее, примите, просто выслушайте. Да? Выслушайте и сделайте так, как вам надо. Поблагодарите за совет. Не надо спорить. Это ни к чему не приведет к хорошему. Просто поблагодарите, сказать: да, конечно, будет время, я сделаю, либо я прислушаюсь к твоему совету. Делайте так, как хотите. Ей главное понимать, что она до вас донесла. То, что хотела, донесла. Кстати, вот у кого-то женщина, мама, да, либо подруга, может даже за вас там свечку поставить, да, попросить, чтобы все у вас было хорошо. Практикует женщина такие вот именно, знаете, вот просьбы, обращения к Богу. Она, может быть, за себя молится, за свою семью и за вас может попросить. Потому что вы ей очень родной человек, очень близкий человек. Еще думает о вас кто-то на работе. Вот на работе у вас есть тайный поклонник. Либо на работе, либо вот по соседству живет человек, который ваш тайный поклонник. Влюблен очень сильно переживает, что не может проявиться, что не может вам сказать о своих чувствах, о своих эмоциях. Человек за вами постоянно наблюдает. Вот он влюблен, можно сказать, в вашу спину. То есть он за вами подсматривает, когда вы к нему спиной стоите. Вы можете чувствовать от этого человека, но вопрос, да, почему он не активничает, но у него запреты какие-то есть. Либо он женат, либо человек вот прям действительно знает свои какие-то пороки, не желает, чтобы о них узнали вы. То есть этот человек будет любить вас, можно сказать, вечно. Молчать, любить, молчать, любить, молчать. И, возможно, у кого-то будет такая ситуация, что человек признается, но это случится не сейчас, через время. Может быть, там выпьет, может быть, там расслабится, либо настроение такое будет. Человек признается, но опять же таки, да, это все пустое. Вы просто знать будете, что да, любит, да, можно к нему обратиться, но навряд ли вы к нему будете обращаться. Вы не такая, вы не используете людей. Даже если люди сами предлагают свою помощь. Вы человек крайне благодарный. И если кто-то вам что-то хорошее сделал, вы сторицей отблагодарите этого человека. Поэтому вы не любите быть в долгу и навряд ли к нему обратитесь. Еще кто о вас постоянно думает? Думает о вас, я не знаю, ребенок, ваш ребенок, либо чей-то ребенок. Вот прям, знаете, какое-то восхищение, что-то вы такое сделали, либо восхитился вами ребенок. Ваш ли, чужой ли. В любом случае, вот перед сном какой-то ребенок о вас думает, вспоминает что-то. Это очень теплое, позитивное чувство. Еще момент очень важный. Вот на работе тоже, опять же таки, да, вот идет момент. У вас на работе вот начальник ваш какой-то вам очень симпатизирует. И этот начальник, вот, знаете, тут и влюбленность есть, и желание обладать вами. Но с другой стороны, страх. Страх может быть перед своими какими-то ограничениями, либо субординация не позволяет. В общем, боится, за свое место и за свою жизнь, за свое будущее. Да, семейное, например, положение. Он хотел бы вас повысить, либо как-то, может быть, чем-то вот прям вознаградить, да, там, повысить зарплату, премию выписать. Но он этого не делает, потому что боится последствий, которые могут быть. Да, чтобы люди там не обвинили его, что он вас пытается этим соблазнить, да, вас добиться.
То есть вас высоко ценит не только как женщину, вашу внешность, вашу фигуру, но и как профессионала на работе. И у него дилемма, как бы вас промотивировать, да, как бы вас возблагодарить за то, что вы уже сделали, но в то же время не попасть в неудобное положение, в неудобную ситуацию. Если вам там ни премии не выписывают, вернее, там начальник ваш там от вас отворачивается, отмалчивается, знайте, что это от переизбытка чувств. То есть вот в такую ситуацию он попал. Еще важный момент. Здесь есть человек, который с вами был вместе, либо какое-то близкое общение у вас было с этим человеком. Но это было давно. И этот человек вас периодически вспоминает. Вы ему в снах приходите, вы ему, знаете, как фартово идете. Вот если вы ему приснились накануне, у него все хорошо в жизни. И он об этом думает. И чем больше он об этом думает, он, знаете, приходит к тому выводу, что вы были судьбоносная женщина, что надо было добиваться вас, оставаться с вами в отношениях, там, может быть, вести себя поумнее, а он где-то сглупил. И сам на себя раздражается. Вам этот человек скоро напишет. Либо придет, либо напишет. У вас с ним разговор состоится. Если вы сейчас вдруг, да, например, в поиске свободная, то вы можете сойтись с этим вашим бывшим каким-то. По крайней мере, он будет этого добиваться. Потому что вы для него, вот еще раз говорю, да, женщина, которая и красивая, и прекрасная, еще и удачу ему в жизнь переносила. И приносит, кстати, да. Вот ваш образ он увидел, все, ему у него все хорошо. Все случилось, все сложилось, все замечательно. Очень многие о вас думают. Вы знаете, интересно было бы с вами познакомиться, пообщаться, потому что по этому писку я вижу, что уникальная женщина, девушка, уникальная личность. Вот с вами встретишься, поговоришь и никогда об этом не забудешь. В хорошем смысле этого слова. И это замечательно. Знаете, помните свою особенность, знайте ее, вернее, что вы своим словом, своим вниманием и своей энергетикой можете творить чудеса. Постарайтесь об этом не забывать и по возможности почаще одаривайте людей своим вниманием. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.